Конечно, война сама по себе неприятная вещь. Но война есть война, и она без жертв не бывает. Хотя наш президент предупреждал, заранее оговаривал, и с нашей обороны есть. И вообще в своем выступлении говорил, как можно постараться, чтобы жертв не было. Людей эвакуировать вовремя в любые страны, в России, в любые республики. Но война есть война, она не обходится без жертв. И поэтому приходится применять силы. Силы не против украинцев, а силы против нацистов. Вот это остатки бендеровцев, которые остались там и баламутят всю страну. 8 лет терпения. Это надо же выдержать все 8 лет. Выдержать Запад, его бесконечные склоки, обман, бесконечные наговоры. А это Европа. Европа понимает, санкции есть санкции, но это санкции не только для России. Это санкции начинают с Запада и кончая всей Европой. Все страдают. Поэтому я не вижу стран, не вижу представителей этих стран, которые с понятием разобрались бы, в чем дело. Ни заседание ООН, ни заседание ЕС, Европа, Союз, Европейский Союз. Нигде не учитываются донбасские жертвы. 15 тысяч погибших в Донбассе за период, за 8-летний период. Бомбежки бесконечные. Сколько же можно обманывать, сколько можно терпеть. Сколько раз обращалось руководство в лице президента и всего правительства России. Перестаньте бомбить, оставьте Донецк, давайте сядем за мирные переговоры. Нет. Ну, бесконечный обман, бесконечные угрозы. Насколько можно терпеть. Молодец, Путин. Решился, наконец. Тяжело было ему, я знаю, решить этот конфликт, создать, войну начать. Очень тяжело. Но у него другого выхода не было. Этот выход, безвыходное положение его заставило начать эту войну. И вот сегодня мы видим и по телевизору, и везде, как народ благодарит Путина. Спасибо Путину. Давно надо было начать, но Путин выжидал. Он надеялся, что сядем за переговорный стол и придем к общему знаменателю. Не получилось. Ну что ж, пожинайте плоды. Я думаю, что в скором времени эта война прекратится. И я с большой благодарностью отношусь к нашему президенту, что он вовремя начал, да даже раньше, поздно начал. Надо было еще раньше начать. Это сколько потерпели Донецк, сколько терпел другая республика, как она? Луганская республика. Это же надо было только похоронить отцов, матерей, детей. Я считаю, что все, кто поддерживает начало этой войны путинской, они правильно делают. А те, кто на обмане, те, кто даже Совет НАТО, ООН не хотят воспринимать и слушать то, что пережито этими республиками. Сколько жертв не берут во внимание. Во внимание берется сегодняшняя обстановка и Киев, и его президент. Это клоун, а не президент. В общем, я надеюсь, что война скоро прекратится, и люди заживут мирно. Все благодарят Владимира Владимировича Путина, и я поддерживаю. Правильно сделал Путин. Другого выхода у нас не было.